Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема моего выступления – мир интерактивных технологий и языковая среда. Сегодня глобальный рынок трудовых ресурсов, включая республиканский, требует интенсификацию процесса модернизации и демонстрирует острую необходимость повышения эффективности высшего образования в дистанционном режиме. Большая работа в этом направлении ведется и в нашей республике. Первостепенную роль в области подготовки квалифицированных кадров играет иностранный язык, владение которым на современном этапе обеспечивает востребованность на рынке труда и карьерный рост. Знание нескольких языков является одним из определяющих характеристик успешного специалиста. Это объясняется тем, что все чаще появляется потребность в кадрах, способных на профессиональном уровне не только вести переговоры и осуществлять сотрудничество в рамках международных проектов, но и продвигать национальные проекты по всему миру в интернет-сетях. Современная система образования демонстрирует стремление разрабатывать усовершенствованные методы преподавания и прилагать их в процессы обучения учащихся иностранным языкам. При этом первостепенным является реагирование на меняющиеся тенденции в сфере подготовки профессиональных кадров. Они, как правило, характеризуются большей открытостью, внедрением инновационных технологий, интерактивностью и теми возможностями, которые создаются благодаря прогрессивным инновациям в развитии информационных и мобильных технологий. В связи с этим возникает целый ряд вопросов, находящихся в центре внимания и жарких дебатов среди методистов и участников образовательного процесса. В первую очередь следует остановиться на проблеме, имеющей непосредственного отношения к сущности понимания языковой среды. Вторым важным аспектом является логическое осознание того, каким образом можно поднять эффективность вовлечения обучаемых языковую среду в таких ситуациях. Прежде всего, необходимо изменить траекторию понимания и в какой-то степени отойти от восприятия языковой среды с точки зрения определения функционирования того или иного языка только в территориальных, профессиональных и прочих рамках. Это объясняется тем фактором, что языковая среда не может складываться без языкового сообщества, которое представляет собой совокупность людей, движимых в объединенных общими социальными, экономическими и культурными связями. Все это позволяет им осуществлять в повседневной жизни коммуникативные контакты на основе одного языка или разных языков. Известные зарубежные исследователи интерактивного подхода Лир и Хедж приравнивают его к методу, основанному на развитии коммуникативных навыков. Определение понятия «интерактивный метод» складывается на основе понятия «метод» и ассоциируется со способом целенаправленного взаимодействия учителя и учащихся для достижения поставленных в ходе занятий целевых установок и решения педагогических задач. Сегодня идея создания дистанционной интерактивной языковой среды требует научной и теоретической доработки, поскольку в интерактивных обучении налицо ряд проблем в их числе. Отсутствие четкой теоретической концепции, смешивание различных подходов, поскольку принятые методы не сформированы в единой квалификации, существует немало барьеров в использовании интерактивных методов. Зарубежные специалисты выделяют следующие преграды. Возникающие при применении методики интерактивного обучения невозможно охватить весь запланированный по теме лексический, грамматический и стилистический объем на занятиях. Очень высокие временные затраты. Представляется неэффективным использование активных методов обучения в группах более 10 человек. Возможность негативных последствий в силу того, что даже в группе, максимально соответствующей определенному уровню, есть разные микроуровни знаний. То есть у кого-то больше развит речевой навык, у кого-то слуховое восприятие лучше и так далее. Все вышеперечисленные факторы могут вызвать некоторое недовольство учащихся при настойчивом следовании учителям принципу интерактивного взаимодействия. Поэтому эти моменты необходимо учитывать при планировании своего урока
и быть готовыми прилагать определенные усилия по их преодолению и совмещать некоторую настойчивость с разъяснением, нередко даже в ущерб своему имиджу. Опираясь на существующие в этой области исследования и личный опыт, хотелось бы отметить, что к числу основных педагогических и интерактивных условий реализации эффективного дистанционного обучения иностранным языком следует выделить следующее. Оснащенность кабинетов необходимыми техническими средствами и мультимедийными возможностями для создания активной языковой среды на всех уровнях зрительного, аудиовизуального и мультисенсорного восприятия, наличие у учителей и учащихся в подавляющих случаях мобильных и компьютерных гаджетов облегчает решение этого вопроса. Комплексное и компетентное владение учителем традиционными, мультимедийными и виртуальными средствами, позволяющими создавать интерактивную среду. Наличие правильно подобранной базы мультимедийных ресурсов и рекомендуемых высококачественных веб-ресурсов для внеаудиторной работы. Взаимное общение на иностранном языке с разъяснением необходимого количества новых слов и терминов. Совместная деятельность, характеризующаяся взаимосвязью производителя информации, получателя информации и ситуативного контекста, то есть включая так называемый совместный или командный креатив, создание совместных публикаций, проектов и так далее. Критическое осмысление ситуации, его мотивов, качества и результатов, как со стороны учителя, так и у учащихся. В этой связи крайне важным представляется последовательное совмещение принципа разъяснения с принципом полураскрытой проблематики, что предлагает исследование известной и часто применяемой ведущими методистами и практиками. Дверь к знаниям необходимо приоткрывать настолько, насколько позволит обучающему идти дальше самостоятельно, обогащая свой потенциал. Таким образом, преподносимый лексический, стилистический и другого рода материал следует предлагать обучающимся в незавершенном виде, предназначенном не для зазубривания и запоминания, особенно когда речь идет об обогащении словарного запаса, а для формирования активности самого ученика в результате самостоятельной работы. Спасибо за внимание.